Сергей, уже было сказано, ты специально это делаешь со звуком? Давай, убирай чувствительность. Да, прям убирай. Еще убирай. Да, так, нормально. Слышно меня? Хорошо? Да, можно, чтобы не завалился микрофон. Спасибо. Я был звукорежиссером, кстати, поэтому я понимаю. Меня зовут Сергей, я вообще из Караганды. Слышали, город такой есть? Где в Караганде, вот я оттуда. Да, есть такое место в центральном Казахстане. Я обратился к Богу в возрасте 16 лет, стал христианином в 16 лет, и произошло это все довольно интересно. Я ехал к бабушке на лето, на 3 месяца меня мама отправляла к бабушке. И я себе купил блок сигарет Бонда, 10 пачек, как сейчас помню, спрятал их в вещах, чтобы мама не нашла. И мама меня отправила на лето к бабушке. Я ждал, когда уже вагончик тронется, и когда мы уже отъедем от вокзала, потому что к бабушке было очень хорошо попасть, потому что бабушка глуховата, и она пораньше спать ложится, поэтому я был предоставлен сам себе. И когда мы зашли в поезд, в вагон, где я должен был ехать, там был юноша примерно моего возраста. И моя мама, когда его увидела, моя мама провожала, говорит: о, говорит, классно, будет хоть с кем в карты поиграть. На что мама этого юноши сказала: ну, не знаю, как насчет в карты, но Библию точно почитаю. Такой был первый звоночек. Вот. И этот парень, его Женя зовут, этот парень Женя, он 3 дня в поезде, он мучил меня Библией. Ну не в смысле по голове бил, а в смысле рассказывал мне все, из Бытия, из Откровения, из пророков малых и больших, и даже из песней. Он изо всех книг Библии рассказывал мне то, что сам знал. Вот. Но вообще, надо сказать, меня особо не трогало все, что Женя мне говорил, пока он не сказал одну фразу. Потому что эта фраза лично для меня стала ключевой. Вам, девочки, не видно, если вы можете там сюда пересесть, потому что там, да, вы за камерой вам не видно. Здесь, кстати, еще есть 2 свободных места. Ходите вперед. Давай, прям смелее пойдем. Конечно, занимайте места поближе. Да, вот, класс. И что я говорил? Да, что меня особо ничего не трогало, пока Женя не сказал одну фразу. Он сказал: Сергей, он говорит, у Бога есть планы на твою жизнь. И когда Женя сказал, потому что у Бога есть план на мою жизнь, мне это так понравилось, потому что у меня 16-летнего вообще никаких планов на жизнь не было. Я подумал, если у Бога есть план на мою жизнь, должна быть это хорошая идея. Потому что мысль о том, что Бог меня создал, мне была более симпатична, чем то, что я от обезьяны и еще от какого-то взрыва человечества произошло. Вот. Поэтому я подумал, что лучшее, что я могу сделать, это доверить Богу свою жизнь. И когда я приехал к бабушке, спустя какое-то время, ну там пару дней, пока Женя ехал. Женя, кстати, по какой-то причине, это я в Инстаграм, можно меня, кстати, там найти. Тот, кто на меня подпишется, будет хорошая жизнь у него. Вот, найдите меня обязательно в Инстаграме. Вот, пока я рассказываю, там, кстати, много всего интересного. Женя не предложил мне обратиться к Богу в молитве. Я понятия не имел, как к Богу обратиться в молитве. И когда я приехал к друзьям своим, неверующим друзьям, ну, я, в принципе, сам был неверующим тогда, я, естественно, им все лето рассказывал все то, что Женя мне говорит. И каждый раз, практически каждый раз доходили мы до момента, когда мои друзья говорили мне: Сергей, что делать, чтобы спасти? Что делать, чтобы обратиться к Богу? Я говорил: мужики, говорю, не знаю. Потому что я действительно не знал. Мне Женя ничего не объяснил. И прошло еще вот время, прежде чем я вернулся к себе домой и попал в церковь на собрание. У меня была, надо сказать, битва примерно 2 недели. Я сражался, позвонить в церковь или не позвонить. Потому что Женя мне сказал: Сергей, когда ты обратишься к Богу, тебе нужно будет бросить курить, тебе нужно будет бросить выпивать, тебе нужно будет перестать материться, хранить девственность до вступления в брак. В общем, он проехался по всем таким подростковым радостям того времени. И мне вообще не хотелось все это оставлять. Я хотел жить так, как я живу. Но вот что интересно. Желание, чтобы Бог взялся за мою жизнь, было таким сильным, что оно перевалило вообще за все мои аргументы. И в конце концов я поехал в церковь, и 10 сентября, сейчас не пугайтесь,
10 сентября 1993 года. Это очень давно было. Вообще в прошлом веке это было. Это получается сколько лет назад? 24, нормально, да, вариант хороший. Сколько? 28 лет назад. 28 лет назад. Воу, большинство из вас, вы младше, чем 28 лет, наверное. Да? Ну, некоторые, наверное, чуть старше, 28. 28 лет назад я отдал свою жизнь Богу полностью и без остатка. И знаете что? Это самое лучшее решение, которое я сделал в жизни. Отдать свою жизнь Богу. И я просто хочу сказать всем, кто находится здесь. Если вы живете с Богом близко, вы очень счастливые люди. Если вы еще не живете с Богом близко, я вам искренне рекомендую познакомиться с Богом, потому что жизнь с Богом – это настоящее приключение. Когда мне было 17, мой пастор сказал мне: Сергей, выучи английский язык, это откроет для тебя весь мир. Я сказал: хорошо, я выучил английский язык. И благодаря английскому языку во многом я побывал уже больше, чем в 70 странах мира. И у меня есть друзья на всех континентах земного шара. Я могу поехать в любую точку мира, и там у меня есть друзья, хорошие знакомые. Вот. 70 стран, вау. Я был молодежным пастором 15 лет в Москве, в Церкви Слова Жизни. Когда мне было 17, получается, 18 я переехал в Москву, и с тех пор я, в принципе, там живу. У меня 3 детей, старшему сыну 22 года. Он заканчивает в этом году университет, он учится на факультете политологии, изучает конфликтологию в МГУ. Мой средний сын, его зовут Филат, старшего сына зовут Натан, среднего сына зовут Филат. Он сейчас заканчивает 11 класс, на самом деле он пошел в 10 в этом году, но заканчивает 11. То есть он год за 2 решил закончить, и у него получается, поэтому он заканчивает в этом году 11 класс, он приобрел себе еще 1 год дополнительный, и для меня сэкономил 200 тысяч рублей, потому что мне не надо платить еще 1 год за него за обучение. Вот, моя дочка, ей 14 лет, Александра, у нее, сегодня что у нас, 7-й, у нее вчера был день рождения, у меня, кстати, завтра день рождения, да, и мне будет 44, я вам сказал, моему сыну 22, у меня родился мой сын, когда мне было столько, сколько ему сейчас, да, вот это да, я сам в шоке. Вот, да, дочка увлекается шитьем, она очень любит шить, вообще днями напролет шьет, и очень любит шитье. Вот, а средний сын увлекается на самокате, еще гоняет, всякие трюки делает на рампах, он такой довольно профессионально занимается, сам на самокате, в общем, катается. Да, и почему я вообще здесь оказался, в Якутске? Я думаю, это напрямую связано с Божьим планом для моей жизни, потому что у Бога, как я сказал, самые лучшие планы, самые лучшие намерения для нас, для молодежи. Примерно 2,5, наверное, года назад, 2,5 года назад я проехал вместе с моим пастором на мотоциклах из Владивостока в Санкт-Петербург. Кто-то из вас когда-то ехал на мотоцикле из Владивостока в Санкт-Петербург? Окей, я ехал, да. Жизнь с Богом интересная штука. Потому что с Богом открываются новые совершенно возможности. И мы поехали на мотоциклах. Нас было 3, на самом деле, мотоциклиста. Был пастор на мотоцикле, я был на мотоцикле, и с нами еще был один мужчина, молодой мужчина, Александр его зовут, он тоже был на мотоцикле, и с нами еще была медиакоманда, но они на машине ехали, сопровождали и снимали все, что мы делали в течение этой дороги. И когда мы ехали на мотоцикле, мы заезжали в разные города, небольшие города, и мы приехали в один город, который называется Чернышевск. Кто-то из вас слышал про такой город? Чернышевск. Если поехать строго на юг до Сковородино и потом поехать в сторону Москвы, то скоро будет Чернышевск, вот там, Забайкальский край. В принципе, ничего страшного, что вы про этот город ничего не знаете. Жить мне написала что-то, да? Ну-ка, давай я посмотрю. У меня пока не пришло, пишет соединение. Может быть, я через планшет попробую, там может быть быстрее. Да, здесь пришло. Сейчас, извините, я отправлю видео. Послал. Получила?
Вот, мы приехали в Чернышевск, и Чернышевск был единственный город, где мы не знали, где мы будем жить на протяжении всего пути. То есть мы были готовы просто рядом с мотоциклами заснуть. Вот. Но оказалось, там есть церковь в Чернышевске, и пастор этой церкви узнал через социальную сеть о том, что мы едем, и написал нам. Написал нам и говорит: так и так, остановитесь у меня дома. И мы не знали, что ожидать от Чернышевска. Я никогда в жизни там не был, в этом Чернышевске. Но к нашему удивлению мы приехали в здание церкви, примерно как ваше. Вот, и там была тоже молодежь в Чернышевске. Кстати, в городе живет всего лишь 12 тысяч человек. Одна асфальтная дорога на весь город. Вот, федеральная трасса. Все остальные не асфальтные. Вот, и мы подъехали к зданию церкви, нас накормили обедом. И когда мы сидели там и общались, я вдруг слышу, что жена пастора говорит с акцентом. И я такой: откуда акцент в Чернышевске вообще? Понятный акцент, я не знаю, в Москве, в Санкт-Петербурге, там, не знаю, в Тбилиси, наверное, в Якутске можно найти акцент, я не знаю, если здесь бывают люди с акцентом. А в Чернышевске, как бы, с чего акцент вообще в Чернышевске? Оказалось, это женщина из Баварии, жена пастора. Я подумал: боже мой, если кто-то из Баварии, из Германии едет в Чернышевск, точно Бог есть. Потому что иначе зачем вообще ехать из шикарного, красивого места в Чернышевск с одной асфальтной дорогой, с комарами вообще? Что там ловить в этом месте? Но она туда приехала, и после, значит, мероприятия мы вышли на улицу. Комаров было столько, что я шлем просто одел и закрылся вот так, чтобы они меня не трогали. И потом мы поехали к пастору домой. И когда мы поехали к пастору домой, я думал: ну сейчас там точно будет какой-нибудь немецкий дом, какой-нибудь особенный. Но ничего подобного, мы подъехали к обычному дому. И когда открылись ворота деревянные, мы заехали внутрь, вот тут был первый шок в моей жизни. Потому что мы заехали на 8 соток Баварии. Там было так чисто, так красиво. Трава была аккуратно подстрижена. Во дворе стояла пианино, засыпанное землей, а в земле высажены цветы. Все было очень красиво. И вдруг навстречу нам выбегают еще 2 девочки, дочки пастора, в платьях. И моя первая мысль: оденьте штаны, вас сейчас комары закусают. Но вдруг я понимаю, что на территории их дома даже комаров нет. Я говорю: вы что, их какой-то немецкой гадостью брызгаете? Где комары? Они говорят: не, Сергей, никакой немецкой гадости, говорит, просто комары, говорит, не живут в короткой траве, они, говорит, все у соседей в длинной траве. И потом мы зашли к ним домой, и дома я думал: сейчас точно там будет все немецкое. Ничего подобного, ничего немецкого в доме, все как у всех, стол, клеенка, красный газовый баллон, ничего особенного. Но когда они утром накрыли нам завтрак, я был в шоке, потому что можно было бы сантиметром мерить расстояние между тарелками, оно было бы, я уверен, до миллиметра одинаково. Напротив каждой тарелочки стоял держатель для яичка вареного. На нем стояло яичко вареное, а рядом лежала ложечка. И не то, чтобы я никогда в жизни этого не видел, но не в Чернышевске же. Ну, то есть, как бы ты не ожидаешь подобные вещи в таком, небольшом месте. Вы понимаете, да, о чем я? И когда я это все вот наблюдал за всем этим, и мы сели на мотоцикл, и потом поехали дальше на следующий день, у меня в сердце такая мысль была: если в Чернышевске может быть 8 соток Баварии, в любом городе мира может быть пробуждение. В любом месте совершенно может произойти что-то особенное. И тогда Бог положил мне на сердце после этой поездки: Сергей, я хочу, чтобы ты проехался и посвятил следующие 5 лет своей жизни, чтобы сделать 7 поездок по России, заехать в небольшие города, заехать тоже в небольшие церкви, и вдохновлять молодежь, верить большому Богу за маленькие города. Потому что я верю, что Бог хочет сделать что-то особенное там, где вы находитесь. Там, где вы находитесь. Некоторые люди думают, что что-то хорошее может произойти только там, где меня нету. Где-то в столице, где-то за границей, где-то еще в каком-то месте. И Бог, конечно, может делать разные вещи в разных местах. Но меня особенно впечатляет, когда в небольших местах происходит что-то большое, происходит что-то грандиозное. Например, я не так давно ехал из Саратова в Балаково. Это примерно расстояние там около 150 или 200 километров. Когда я ехал на машине между этими 2 городами, я проезжал место, которое называется деревня Зоркино. И вдруг я вижу, как в этой деревне Зоркино стоит огромная церковь. И там 2 шпиля евангельской церкви прямо вумс вот так вот в небо поднимаются. Мне, естественно, стало любопытно. Я заезжаю туда, в это место, и шок. В этой деревне живет сейчас 760 человек.
А здание церкви, которое там построено в центре этой деревни, может вместить в себя сидящих 960 мест. То есть в здании может сесть на 200 человек больше, чем людей, которые живут в этом городе. Я, естественно, стал интересоваться, в честь чего вдруг в Зоркино такое место. Оказалось, что Зоркино вообще это ни разу не Зоркино, а раньше она называлась Цюрих, этот поселок. И там жили немцы, которых еще Екатерина переселила из Германии. И они построили церковь, их жило там 5000 человек до войны. Во время войны их переселили, потому что боялись, что они станут на сторону германской армии, поэтому их переселили оттуда. И с тех пор там живет намного меньше людей, как вы уже слышали, 760 человек живет там сейчас, но это церковь действующая. Там по-прежнему идут богослужения, там проходят концерты. Они рядом с этой церковью выстроили несколько гостиничных комплексов. Туда приезжают люди, покупают билеты, живут в этих гостиницах. И там проводят концерты. Концерты духовной музыки, просто концерты, разные мероприятия. Церковь сдает в аренду свое помещение для каких-то событий. И весь регион знает это место. Еще раз, церковь вмещает в себя 960 мест. Наша церковь в Москве, откуда я, вмещает в себя 1200 мест. Мы там проводим сейчас 7 богослужений каждые выходные. И возьми эту церковь из Зоркина и помести ее в Москву, никто даже ее не заметит. Потому что в Москве все большое. Там большие проспекты, большие дороги, большие машины, большие здания. Если взять эту церковь из Зоркина и поместить ее в Москву, никто ничего даже не заметит. Но, скажите все «но». Но. Давайте погромче, скажите все «но». Но. Но вот что интересно, в Зоркино эта церковь указывает на величие Божье. Потому что когда в небольшом месте происходит что-то большое, на это все обращают внимание. Когда в небольшом месте рождается какой-то герой, весь город гордится этим героем. Поверьте мне, я побывал в очень много городов в России. И почти в каждом городе есть какие-то таблички про каких-то людей, про каких-то космонавтов, про каких-то генералов и так далее. В маленьких местах, в маленьких городах гордятся выходцами, которые совершили что-то великое в истории. И я верю, я искренне верю, что Бог, в которого мы с вами верим, может совершать что-то большое там, где мы находимся. Он может делать что-то великое в Якутске, он может делать что-то великое в Алдане, он может делать что-то великое во всех городах, которые нас окружают, и поселках. Почему? Потому что Бог большой. Он может делать, что хочет в разных местах. Подумайте просто, Иисус родился в Вифлееме. Вифлеем – это как Чернышевск. Я имею в виду, ничего необычного в Вифлееме нету. Иерусалим был через дорогу. Рядом с Иерусалимом Вифлеем. Иисус мог бы родиться в Вифлееме, в хорошем роддоме, но он родился в хлеву. Конечно, можно было бы сказать, это историческое событие, все места в гостинице были заняты. Да ладно. Бог мир за 6 дней создал. Что, он не мог, что ли, бахнуть Хилтон там или роддом в Вифлееме за один вечер? Конечно, мог бы. Но он решил произвести или сотворить что-то великое в небольшом месте. Поэтому где бы ты ни находился, может быть, это школа, или там колледж, или университет, где ты учишься, может быть, ты думаешь, что я маленький такой человек, и ничего большого, великого со мной произойти не может. Не думай так, потому что Бог такой же в твоем городе, в твоей школе, в твоем университете, как и в любой другой точке мира. И Он может сделать что-то великое здесь, на этом месте. Вопрос, кто поверит. Вопрос, кто поверит и кто осмелится сделать что-то великое для Господа там, где мы находимся. Потому что если осмелишься, Бог может делать сверхъестественные вещи. Как у нас видео? Мы можем что-то показать уже? Я хочу показать вам сейчас одно видео. Это уже 4-я поездка, которую я совершаю. Я хочу показать вам видео, по-моему, из Беларуси, которое я отправил. Я сделал такую же поездку, как делаю сейчас в Беларусь. И ребята, которые ехали со мной в машине, я их попросил записать видео. И вот что из этого получилось, чтобы у вас примерно была картина того, ради чего делается эта поездка. Ну что, можем? С звуком там, да, будет все нормально, звук вы можете уже вывести. Давайте посмотрим, буквально 5 минут идет или 6, потом продолжим. Да, это чтобы не спали.
Давай, смотрим. Звук будет? Паузу. Это было очень сложно. Назад, сделайте с самого начала. Да, спасибо. Давайте смотрим. Всем привет, меня зовут Андрей. Привет, Юс, меня зовут Витя. Мы участвовали вместе с Сергеем в этом туре. Это было очень спонтанное решение для нас, потому что в ночь до тура мы узнали, что мы поедем с Сергеем в тур. В этом ролике мы расскажем вам, как прошел тур глазами оператора. На самом деле Беларусь для меня была совсем по-другому, потому что это просто эти маленькие города. Когда ты живешь постоянно в столице, ты не видишь, как функционирует вся Беларусь, вся страна. Когда я поехал в тур, я понял, что реально в наших маленьких городах это большой просто потенциалище, я так сказал. И это настолько меня вдохновило, я думал, что Сергей вдохновлять молодежь, верить в свои города. Знаете, эти города меня вдохновляли. Когда я снимал то, что они делают, когда я видел реально, что они строят хоп-центр, например, в Колпине, церковь Христа Человека открыла свой хоп-центр для детей, которые находятся в неблагополучных семьях. И это просто шок, потому что когда мы увидели это здание, оно просто реально было европейским. И если бы я увидел это в Минске, я бы вообще не удивился. Но в Колпине, в котором живет 50 тысяч человек, 10-я часть сидит сейчас в зале. И это просто шок. Для меня это тур был такой вообще неожиданностью. Ко мне просто подходит Андрей и говорит: не хочешь ли ты поучаствовать в туре ради будущего? И я долго не думаю, говорю: давай. Сам Сергей Матвеевич мне сделал фотосет в заброшке, почти в Чернобыле. Меня очень вдохновило в туре, что Сергей не просто рассказывал и вдохновлял, а он делился своей жизнью. Это жизнь, которая просто, это опыт, это неудачи, это какие-то моменты. Каждый день есть какие-то вопросы, которые задают одни и те же. Да? Я смотрю на Сергея, и он отвечает на одни и те же вопросы, как будто в первый раз. И это просто реально настолько круто. И это очень сильно поражает, когда люди живут в маленьком городе, но они просто не боятся мечтать. Они мыслят глобальнее даже людей из больших городов и церквей. Мы приехали в город Лида и привезли для Даши. Прикольно, да? Есть Лида и Даша. Вот мы приехали в город Лида и привезли для Даши посылку. А Даша, кстати, миссионерка, которая приехала из большого города в город поменьше. Я такими людьми восхищаюсь. Церковь «Новая жизнь» в Лиде – это 70 прихожан в 100-тысячном городе. И они верят в пробуждение в своем городе. И для этого они недавно купили новое здание, которое реально можно поместить, наверное, 500 человек. Да, они его сейчас ремонтируют, делают, строят, не рассказывают своих планов, что там на чердаке будет жить библейская школа, там будет вот это, вот это. Это настолько вдохновляет, когда они уже знают, где что будет. Здесь малый зал, здесь кафе, здесь вот это. И они верят в пробуждение, потому что они вкладывают в него. Да, из моих... Верят Богу за свой город. Почему? Верят в твой город. Я сказал. Ну, окей. Ну как бы... Я верю Богу за свой город. Это очень странно звучит. Ты просто молдавянин. Нет, это серьезно, это странно. Верит Богу за свой город. Верить Богу за свой город. Это очень странно звучит. Да, много молодежи уезжает из маленьких городов в большие, потому что Там больше возможностей, там больше работы и всего такого. Но знаете, есть люди, которые остаются. Есть люди, которые остаются верить за свой город. Они верят за пробуждение в этом городе. Это просто восхищает. В маленьких городах есть большой Бог, который делает там великие дела. Мы были в городе Мозе, который в 100 километрах от Чернобыльской атомной электростанции, которая взорвалась в 1986 году. Вы знаете, до 2011 года этот город считался загрязненным, но в нем все время проживали люди. И сейчас, когда ребята рассказывали, чем их город славится, они говорили, что там настолько много спортсменов, все олимпийские белорусы, которые гребут на байдарках, это именно из Мозыря. Видно, как эта молодежь сражается за то, чтобы их церковь была современной, чтобы молодежи было комфортно в церкви, чтобы они свободно приходили и поклонялись Богу. Что, закончилось? ну да. Уже час ночи мне мама звонит. На 5-й день тура меня просто жестко к вечеру отрубало. Я реально очень сильно хотел спать. И единственное, что меня мотивировало дальше монтировать, это то, чтобы
еще больше маленьких городов узнало о этом туре, узнало о том, что Бог реально действует в их городах, чтобы они не сдавались, чтобы они не ехали в столице, чтобы они оставались и делали ту работу, которую они предназначены сделать в своем городе. Меня удивило, что Сергей очень доступный и открытый. Именно поэтому, наверное, мы сейчас, как молодежь, поехали с ним в тур с радостью, потому что мы хотели с ним пообщаться, хотели больше узнать, потому что реально он нас вдохновляет. Мне кажется, просто в этом туре Сергей вкладывал в молодежь. Сергей вкладывал в меня лично, в Витька, наверное. В этом туре столько молодежи зашлось. В этом туре зажглись пастора церквей. И знаете, это круто, зажглись мы. Мне кажется, если ты приехал из города, ты обязательно должен верить в свой город. Даже если он маленький, даже если в нем живет 10 тысяч человек. Не важно какой город, но верить в большого Бога в маленьком городе. Сейчас можно разделить жизнь на до тура и после тура. Мы слышали столько историй, столько вопросов и очень много ответов. Мы встречались с интересными людьми, очень устали и выпили очень много крови. Такой бесценный опыт можно получить только раз в жизни. Это очень сильно повлияло на меня, на мою мотивацию и на мои мечты. Вот такая была поездка, и это уже 4-я поездка. Вот, поэтому я на самом деле не хочу вас очень долго чем-то грузить. Я бы хотел ответить на какие-то ваши вопросы, которые у вас есть. Поэтому, если они у вас есть, куда их можно будет посылать? Тебе, может быть, на телефон? Или просто можно из зала задавать, наверное, да. Можно прямо из зала задавать. Поэтому пока вы думаете про вопрос, который, может быть, захотите задать, я поеду сейчас, это мой первый город. Я начинаю в Якутске. И закончу я в Находке. Вот, поэтому я буду ехать из города в город, из города в город, из города в город. И когда доеду до Хабаровска, я оттуда полечу на Камчатку, Петропавловск-Камчатский. Там буду несколько дней, 2-3 дня, потом вернусь в Хабаровск и потом продолжу туда, вот в сторону Находки. Вот, и я надеюсь посетить несколько десятков церквей, встретиться с большим количеством молодежи. И насколько я могу, хочу помочь вам, поддержать вас, вдохновить вас. Я был 15 лет молодежным пастором, поэтому я думаю, что знаю вызовы, с которыми вы сталкиваетесь, и у меня есть мудрость и опыт, которым я с удовольствием поделился с вами и помог вам разобраться в каких-то вопросах. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите что-то спросить, что-то сказать, я с удовольствием отвечу на любые вопросы. Отношения друг с другом, дружба, может быть, отношения с родителями, или любовь, чего-нибудь, амур там, что-то, или по бизнесу, или по еще каким-то, вообще любые совершенно вопросы. Если у вас есть, можете использовать тогда возможность для того, чтобы спросить у меня. Вот. Кто-то хочет что-то начать? Я затронулся, просто вопрос. Ну давай. Каким бизнесом занимаетесь? Каким бизнесом я занимаюсь? У меня есть кофе. Я на самом деле не так давно начал. И причина, кстати, почему я начал, пытаюсь зарабатывать деньги сверх того, что у меня есть, для того, чтобы помогать молодежи. Потому что я часто встречаю молодежь, у которых есть мечты, но у них нет средств для того, чтобы эту мечту осуществить. Например, им нужно получить образование, или куда-то поехать, получить какую-то квалификацию, или им нужно оборудование, например, планшет, или этот самый, камера, или что-то со звуком связано и так далее. Я часто хочу им помочь, а это все недешево стоит, там, легко, может быть, камера стоит, и стекло на камеру может стоить 200, 300, и 500 000 рублей. Вот, и кому-то нужны планшеты, кому-то нужны компьютеры для того, чтобы монтировать, потому что сейчас век медиа и так далее. Я подумал, ну что мне сделать, где взять деньги? Я подумал, ну, наверное, я могу заработать. И поэтому я начал компанию примерно год назад, вот, и мы жарим кофе и продаем его. Компания называется Dream Bean, зерно мечты. И мысль такая, что в каждом зерне есть чья-то мечта. И тогда тот, кто покупает у нас кофе, мы часть денег из этого отделяем для того, чтобы помогать молодежи осуществлять их мечты. Кроме этого, я руковожу нашим издательством. У нас есть издательство в церкви, «Золотые страницы» называется, и я руковожу им, там у меня есть тоже сотрудники. Но это больше такой коммерческий проект, но он церковный, он для того, чтобы привлечь, для того, чтобы
среди церквей? Ну так, если в двух словах. Ага. Как перегореть вообще в любых начинаниях? Вопрос, как не перегореть в любых начинаниях? Вот. Хороший очень вопрос, спасибо. Я думаю так, что когда человек перегорает, он довел себя. Ну то есть, чтобы не перегорать, лучше себя до этого не доводить. Есть такое у меня философия такая, что самое лучшее чудо – это когда тебе не нужно чудо. То есть, например, самое лучшее финансовое чудо – это когда тебе не нужно финансовое чудо, у тебя просто есть деньги, понимаешь, да? Самое лучшее чудо исцеления – это когда тебе не нужно чудо исцеления. Ну, как бы прикольно, если ты получил исцеление, ты выздоровел, да, от чего-то, но лучше не болеть, да? Самое лучшее чудо, чтобы не перегорать, это не доводить себя до того, чтобы перегореть. Вот, поэтому, чтобы не перегорать, нужно следить за собой, нужно бодрствовать над своей жизнью и жить в балансе. Вот, и поэтому нет какой-то пилюли от того, чтобы не перегореть. Нужно просто следить за собой, следить за тем, чем ты занимаешься, на что ты тратишь свое время, сколько ты спишь, например. Потому что ночь для того, чтобы спать. Ночью много молодых людей ночью не спят. Они залипают в социальных сетях и просто скроллят. Я недавно читал статистику, что в среднем подросток скроллит Останкинскую башню за сутки. То есть вот он открывает телефон, и он пролистывает целую Останкинскую башню. То есть если вот ее внутрь туда запихнуть, то от основания до пика, это почти 400 метров, он бы пролистал своими пальцами. Вот. И тогда, соответственно, если ты, например, не спишь, а потом нужно рано просыпаться в школу, и это все накапливается. А сон такая штука, которую нельзя просто за один вечер наверстать. Сон – это то, что ты должен потом вернуть своему организму. И если это накапливается, рано или поздно срывает крышу. Питание, спорт, в общем, сбалансированная жизнь. Тогда ты не доведешь себя до того, чтобы сгореть. Мне завтра исполняется 44 года. И я, слава Богу, не перегорел. И я еще многих других людей зажигаю, но во многом это баланс, жизненный баланс. Вот. Да? Еще? Кто-то хочет что-то спросить? А молодежь часто, много ли молодежи кается в церкви? Конечно. Очень много, очень много. В Москве у нас 1500 подростков приходят каждое воскресенье на собрание, на богослужение, на общецерковное, вот, на молодежное. И, конечно, тянутся, очень тянутся. Дело в том, что христианство само по себе очень привлекательное. Другое дело, что мы не можем это рассказывать нормально. Я вам говорил, да, что со мной молодежь едет постоянно из машины в машину, пересаживается из города в город, едет разные. Я спрашиваю ребят, я говорю, вы рассказываете о Христе другим своим друзьям? Они такие, да. Я говорю, а в церковь приглашаете? Они говорят, нет. Я говорю, почему? Они говорят, ну стрёмно. Вот, потому что они все время на измене, что выйдет священник со сцены, что-нибудь как ляпнет вообще. И мы, говорит, все время сидим на собрании и думаем, сейчас дельфины, знаешь, отвлекаем наших друзей, потому что сейчас этот уйдет, потом другой выйдет, нормально будет. Или они все время объясняют песни или какие-нибудь странные слова, которые в церкви звучат. И это, конечно, то, с чем нужно разбираться. Церковь должна быть понятной. Мы так о себе говорим в Москве, что мы современная церковь с древним посланием. То есть послание не изменилось, Евангелие по-прежнему то же самое, но то, как мы это представляем обществу, должно меняться. Поэтому, конечно, мы должны быть современными. Например, мы, сами христиане, иногда становимся причиной, почему молодежь, например, не тянется туда. Потому что ты заглянешь в ленту молодого человека, да, в социальной сети, и у него две крайности. Либо там вообще ничего нету ни про Христа, ни про церковь, ничего. Либо у него сплошные Иоанна 3,16 и только местописания. И вместо аватарки у него лев из колена Иудина, знаешь, такой. И это, конечно, проблема. Поэтому нам нужно найти середину, нам нужно найти баланс. Чтобы, с одной стороны, быть настоящими, естественными и рассказывать на своей социальной сети то, о чем ты увлекаешься. Например, мой сын средний, я сказал, он увлекается самокатами, да? И у него там, не сказать, что там 1000 подписчиков, может быть, около 1000 подписчиков, но у него все самокатеры там, у него все видео про самокаты вообще, которые есть. Потому что это его увлечение, это то, что ему нравится. Но время от времени он может что-то рассказать о своих убеждениях, да, там, или вообще то, как он ведет себя, например, он не матерится там, да, там, музыку, которую он использует для того, чтобы публиковать свои там трюки, которые выпускает. Да, то есть само по себе это уже несет послание.
Улавливаешь, да? То, что я говорю. Поэтому, конечно, молодежь тянется. Очень тянется ко Христу, но иногда мы не совсем умелые в том, чтобы представить это современному обществу. И в этом смысле вы должны помочь пасторам, вашим пасторам, старшим пасторам, как это изменить, для того, чтобы церковь была более привлекательной. Я недавно был в одном месте, у меня спрашивают: пастор Сергей, смотри, мы тут дизайн сделали классный на сцене. Классный же, хороший дизайн, они у меня спрашивают. А я вообще не дизайнер. Вот. Я у них спрашиваю, я говорю, а на его фоне кто-то фотографируется? Они говорят, нет. Я говорю, наверное, не очень дизайн. Потому что если дизайн хороший, все будут искать хороший бэкграунд для того, чтобы сфотаться. Вот. Поэтому, ну, это тоже такой тест, знаешь, что должно быть естественно в церкви. Поэтому обязательно помогите вашим пасторам, старшим пасторам, поговорите с ними, скажите, давайте вместе пиццу поедим и поговорим о том, как мы можем сделать церковь понятнее, о том, как мы можем сделать церковь привлекательнее для людей, которые нас окружают, для молодежи, которая нас окружает. И вполне возможно, вы вместе найдете какие-то новые формы решения того, какой может быть церковь, чтобы молодежь туда пришла. Я ответил на твой вопрос? Так, хорошо, супер. Еще кто-то хочет что-то спросить? Было ли все это на начинание, чтобы никого не было в помощниках, никого не было в команде? Конечно. Да, конечно было. Когда мы начинали молодежное служение в Москве, у нас было, дай бог, может быть, до 15 человек максимум. Вовремя никто не приходил. У нас был один музыкант, он играл на бубне, вот, и у него были проблемы с чувством ритма. То есть это была сплошная проблема от начала до конца. Поэтому, конечно, я проходил весь этот путь от ничего до того, что у нас есть сейчас. Я думаю, то, к чему вы должны приготовиться, это к тому, что это процесс. Это не произойдет за одну минуту, это не произойдет даже за одну неделю, и даже не за один год. Это нужно будет время, поэтому нужно посвящение. И начинать нужно с тех, кому 9-12 лет. Если вы говорите о том, с кого начинать, нужно взять тех, кто помладше. 9-12 лет, когда Бог даст, может быть, к 14 они зажгутся, и тогда вы сможете с ними еще хотя бы 3 года служить вместе, пока они не пойдут учиться в университет и так далее. Поэтому молодежное служение – это все, что вот 19 и ниже. А начинать нужно не с 19, а начинать нужно с которых 9-12. И вот с ними потихонечку. И когда они доходят до 14-15, нужно сразу же переключаться опять на тех, которым 9-12. И доходит до 14-15, опять сразу же переключаться на тех, кто пораньше. Вот. И тогда будет все время динамичное молодежное служение. Поэтому чем больше вы работаете с подростками, тем динамичнее и будет молодежное служение. Да, пожалуйста. Давай. Как найти свое призвание? Как найти свое призвание? Супер вопрос. Супер вопрос. Есть несколько подсказок, которые я могу тебе дать. Как найти свое призвание? Первая подсказка. Твое призвание точно будет соответствовать внутренним желаниям твоего сердца. Бог никогда не заставит тебя делать то, что тебе не нравится. В долгосрочной перспективе. Конечно, могут быть сезоны, да, там, скажем, неделя, 2, может быть, полгода, когда Господь может вовлечь тебя во что-то, что надо просто сделать. Да? Но в долгосрочной, если мы говорим о призвании, призвание это все-таки что-то на всю жизнь, да? Господь не попросит тебя делать что-то, против чего ты будешь настроен. Я вам расскажу одну историю. Никому не рассказывайте ее, хорошо? Только вам. Это история только для Якутска. Договорились? Ну скажите, хорошо, Сергей. На видео надо вырезать потом. Это только для вас. Эксклюзив. Когда мне было 16, я молился, и знаешь, как дьявол меня обманул? Он мне сказал, что мое призвание – жениться на 90-летней женщине. Это был кошмар в моей жизни, серьезно. Мне было 16, и мне казалось, что Бог заставит меня жениться на 90-летней женщине. Я даже молиться не ходил в тайную комнату, потому что я думал, я сейчас иду в тайную комнату молиться, а там, мне видение, эта женщина без зубов такая, вот, женись на ней вообще. И несколько месяцев я просто сражался, и в какой-то момент я вот так пальцы сделал, знаешь, крестиком. Я зашел в тайную комнату и говорю, Господь, ладно, я даже согласился, говорю, если ты хочешь, чтобы я на ней женился, я на ней женюсь, так пальцы держал. И я думал про себя, но все равно она скоро умрет, и у меня будет второй шанс. И у меня была такая фобия, когда мне было 16 лет. Я реально боялся, что Бог заставит меня делать что-то, что я не хочу. Но со временем, конечно, я понял, что это не так. Это очень странно, чтобы Бог создал человека, дал ему дары и таланты и попросил его заниматься чем-то совершенно другим.
Поэтому первая мысль, что если у тебя нету вот драйва, нету силы и желания чем-то заниматься, скорее всего, это не твое. Это первая подсказка. Вторая подсказка очень простая. Что тебе нравится делать? И когда я говорю, что тебе нравится делать, это не значит, что тебе нравится делать, ну там, 1 раз в год. Да? Например, если бы мы сейчас после этого мероприятия, я бы сказал, давайте сыграем в футбол, например. И, возможно, часть из вас сказала бы, ну давай сыграем в футбол. 1 раз мы бы сыграли. Но если бы я сказал, а давайте еще послезавтра сыграем, и потом еще через 4 дня сыграем, то уже, наверное, людей было бы меньше. И потом бы я сказал, давайте играть весь месяц через день. И, может быть, людей еще меньше бы стало. А потом бы я сказал, давайте играть каждый день по 2 раза, утром и вечером. Тогда остались бы только те, кто призваны. Понимаешь, да? То есть постепенно те, кто к этому не призван, они отсеются. То есть то занятие, которое ты с удовольствием делаешь каждый день много часов, например, моя дочка шьет, да? Она недавно ко мне приходит и говорит, папа, я буду актрисой. Я говорю, классно. Я говорю, а чем ты сегодня занималась в течение дня? Она говорит, я сегодня шила. Я говорю, ага, хочешь быть актрисой? Она такая, да. Я говорю, а вчера ты что-то делала? Она говорит, я тоже шила. Я говорю, и ты хочешь быть актрисой? Она такая, да, я хочу быть актрисой. Я говорю, позавчера ты мне что показывала, чем хвасталась? Платьем новым, которое я шила. Я говорю, ты актрисой хочешь быть, да? Она такая, да, я хочу актрисой. Она говорит, папа, что ты пытаешься сказать? Я говорю, доча, ты будешь тем, чему ты уделяешь все свое время, с радостью, с удовольствием. Я говорю, я не против, чтобы ты была актриса, но если ты собираешься быть актрисой, то ты точно так же, как ты хвалишься передо мной тем, что ты шьешь, должна хвалиться передо мной, какую-то книгу прочитала, да, каким-то произведением, которое ты рассказала, перевоплощением, которое ты сделала. Я говорю, когда ты делала это последний раз? Она такая, никогда. Я говорю, то есть ты хочешь быть актрисой. Вот, я и пытаюсь объяснить. Поэтому то, чему ты уделяешь время, то, что тебе нравится делать, это может быть такой подсказкой, в каком направлении ты можешь двигаться. Еще одна подсказка – это наоборот, что ты ненавидишь. Возможно, ты призван это исправить. Например, есть люди, которые видят беспорядок, и их просто колбасит вообще. Они должны порядок навести, стулья поставить, постель заправить там. Понимаешь, да, вот что-то такое, и только когда они это исправят, они чувствуют, какое-то удовлетворение приходит, да? Или, например, люди, которые там видят текст, ошибки в тексте, их просто коробит вообще. Но когда они текст исправляют, красиво делают, они вдруг получают такое, нереальное удовлетворение от того, что они что-то исправили. То есть, что тебе не нравится, возможно, ты призван это исправить, может быть, пойти в эту сторону. Иногда бывает, люди, например, скажем, умирают от какой-то болезни, и люди решают посвятить всю свою жизнь, чтобы это исправить. Видят люди ужасные дороги или строительство, они решают свою жизнь посвятить тому, чтобы исправить дороги и строить качественно, да? И так далее, и так далее. То есть что-то они хотят изменить. Еще одна подсказка я тебе дам, это что тебя печалит. То же самое, похоже на предыдущую подсказку. То, что тебя печалит, ты хочешь это изменить и сделать это радостно. И последнее, 4, это кому ты завидуешь. Я объясню тоже, потому что Библия говорит, не завидуй, да? Но я объясню, что я имею в виду. Например, я вот Путину вообще не завидую. Я вряд ли призван быть президентом. Я танцорам не завидую. Вот они танцуют, я даже могу наслаждаться их танцем, но при этом я не завидую, я не хочу быть как они. Понимаешь, да? Но есть другая категория людей, например, скажем, хорошие ораторы, да, спикеры. Я смотрю, как они делают это, как они держат аудиторию, я думаю, вау, я бы хотел уметь, как он. Я бы хотел точно так же общаться с аудиторией, как он. То есть это как бы, не то чтобы зависть, но понимаешь, да, это вот такое стремление, я хочу быть похожим на него. Это тоже может быть подсказка, в каком направлении можно двигаться. И вот на протяжении всех этих подсказок зонтик такой наверху над всем. Всегда молись. Всегда молись, потому что Библия говорит, когда ученики спросили у Иисуса, научи нас молиться. Иисус сказал, молитесь же так, да? И там среди прочих слов есть такие слова. И пусть воля твоя на земле исполнится такая, какая есть на небе. У Бога есть воля для тебя. И ты можешь молиться о том, чтобы воля Божья в твоей жизни осуществилась. Вот такие подсказочки я бы тебе дал. Хорошо? Еще кто-нибудь хочет что-то спросить? Я просто добавил, что не факт, что именно то, что нравится. То есть, если мне хотелось жить на юге, да, там, а Бог призвал меня сюда, где ни море, ни юг, и я понял, что это от Бога, и мне это нравится, и это мне привлекает, и слава Богу. Призвание не связано с местом, призвание связано с причиной. Потому что
люди, которые занимаются чем-то, с причиной своей жизни, это призвание, а не место. Вот. Да. Место может быть где угодно. Окей? Еще? Кто-то хочет еще что-то спросить? Давай. Ты никогда не осуществишь призвание. Если ты думаешь, что у тебя было призвание, которое осуществилось, это просто была какая-то цель. Цель, она во времени. Призвание, оно на всю жизнь. Ну, например, Иисус говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Те, кто призваны быть евангелистами, они не могут сказать, все, я осуществил призвание. Танька Сидорова с первого подъезда покаялась. Это была цель. Но Библия говорит, идите по всему миру, и тогда тебе далеко. То есть призвание, оно идет намного дальше, чем цели. А цели, они бывают краткосрочные, долгосрочные, но призвание, оно намного дальше. Оно связано с миссией, с видением, чем-то большим. Поэтому понятия можно не путать. Угу. Еще? А? Да почему? Это может быть одно и то же? Да. Давайте так скажу. Хороший вопрос. Давай так скажу. Смотри. История такая. Ко мне реально подходит парень и говорит мне, Сергей, я, говорит, сразу с 2 девчонками встречаюсь. И у меня, говорит, проблема. Какую из них мне выбрать? И фотки мне вот так показывают, что давай, нашишел-вышел, давай, какую? Да, посчиталочку сделаем или что? Как выбрать? Другая девочка ко мне подошла и спрашивает, Сергей, я заканчиваю 11 класс, и говорит, мне два университета мне нравятся. В какой из них мне поступить? Вопрос-то хороший, но дело в том, что есть вещи важнее правильных. Ну, например, дело не в том, какую этот парень выберет девушку. Дело в том, будет ли он верен тому обещанию, которое он даст у алтаря, когда он на ней женится. Дело не в том, какой ты выберешь институт, дело в том, каким ты будешь студентом. Потому что можно выбрать правильный институт, но быть отвратительным студентом. Можно выбрать правильную девушку, чтобы жениться, но быть ужасным мужем. Можно выбрать правильное дело в своей жизни, но быть ужасным делателем. Поэтому Библия говорит, я благословлю дело твоих рук. И он не говорит, какое. Он же не говорит, так, архитекторов благословлю, а футболистов нет, они же ногами играют, правильно? Что их благословлять? Поэтому, понимаешь, мы ограничиваем Бога, когда пытаемся запихнуть его в дело нашей жизни. Он намного выше этого. Он говорит, а как ты делаешь это дело? Вот что имеет значение. Не то, чем ты занимаешься, а то, как ты этим занимаешься. Поэтому Бог будет больше смотреть не на то, что ты делаешь, а Он будет смотреть на то, как ты это делаешь. Можно мыть полы, а можно мыть полы так, чтобы ревизора пришла потом с белыми перчатками, вот так проведет и перчатки чище ставит. Это прославляет Бога, понимаешь? А не просто, что мама говорит, да, здесь тряпка была, разводы остались. Понимаешь, то есть Бог, Он смотрит на то, что, не на то, что мы делаем, а то, как мы это делаем, на причину того, что мы делаем. Улавливаешь? Окей. Можно вопрос? Да, нужно. Немножко личного характера. В каком возрасте женился и вообще были ли свидания, вообще вот как, с какого возраста можно молодежи иметь встречи? Нужно, я думаю, что это связано не с возрастом, а со зрелостью. Потому что если мы говорим про возраст, да, я встречал некоторых парней, которым 35, и они как будто им 12. Понимаете, они, мам, спинку почеши, носки постирают, такие ходят. Да, заросшие, там у них волосы везде растут, но они такие, вроде мужики здоровые выросли, но они не зрелые вообще. Им, наверное, и на свидание рано. Вот. Но с другой стороны, я знаю 16-летних, которые, они зарабатывают, они присматривают за младшими братишками, сестренками, они, ну понимаешь, да, они вовлечены там в жизнь семьи, они зрелые, они зрелые по состоянию своему. Поэтому вопрос свидания, отношений, он больше связан со зрелостью, нежели с возрастом. И это одна из ошибок, которые допускают взрослые. Они хотят ограничить молодежь, потому что, например, они еще молодые, да, им там еще 14 лет или 16 лет, поэтому вам еще рано. Но надо смотреть не на возраст, а на зрелость. Вот, это, я думаю, рекомендация. Я познакомился с моей будущей женой в 16 лет. За 3 дня до 18-летия я ей сделал предложение, и в 19 лет мы женились, да, когда мне было 19 лет. Да.
Поэтому мы дружили 3 года, прежде чем мы поженились, получается. И еще через 3 года у нас тогда родился первый ребенок. Да. Поэтому надо смотреть на зрелость людей и уже от этого отталкиваться. Можно вдохновить, дополнить, да, вот Сергей говорил, что люди часто стремятся в большие города, но в маленьких городах немало слышат, когда люди действительно понимают, что их Бог призвал, и они остаются, и они могут реально сделать, даже несравненно больше, как вот ваши, там, здание церкви, да, то есть они могут исполнить, если их реально Бог призывает остаться в каком-то маленьком городе, даже если это Иисус, и они могут сделать несомненно больше, чем они могут сделать в большом городе, как им кажется. Окей. Хорошо? Еще какой-то вопрос? Используйте шанс. Да, конечно, моя рекомендация, конечно, искать себе спутника на всю жизнь с такими же убеждениями, как у вас. Это поможет вам избежать огромного количества проблем в своей жизни. Можно элементарно пойти в церковь, в любую церковь, и спросить у женщин, например, или у мужчин, у тех, у которых муж или жена неверующие, спросить у них, ну и как вам? Вы бы могли, если бы могли изменить, что-то бы изменили? И, конечно, они сначала скажут, ну, мы сражаемся, там, мы молимся, все с ним будет хорошо, но я уверен, многие из них сказали бы вам, что женись правильно, находи себе спутника по жизни с такими же убеждениями. Потому что пока вопрос касается только вас двоих, ваших взаимоотношений, это одна ситуация. А когда родятся дети, куда их вообще? В церковь они пойдут или не пойдут? А когда вопрос касается, скажем, финансов, десятин, как мы участвуем в этом? Когда вопрос касается воспитания детей и того, чтобы быть там в воскресной школе и прочее. То есть есть много-много разных вопросов. Как мы празднуем Рождество вообще, да? Мы Библию читаем, например, у нас есть сильные рождественские традиции в семье. Да, если, скажем, кто-то из родителей неверующих, он будет себя дискомфортно чувствовать в момент, когда вы празднуете Рождество, например, да? И так далее. То есть есть много вещей, которые потом ты только начинаешь осознавать по мере того, как ты начинаешь строить семейные отношения. Вот, поэтому моя рекомендация — не спешить. Лучше найти себе человека, который придерживается таких же убеждений, как и вы, мужа и жену. Да. Если такого нет, надо найти, покаять, и тогда, да. Главное, не спешите. Главное, не спешите. Потому что мы же женимся один раз на всю жизнь. Я в этом году буду праздновать 25 лет совместной жизни. Да, слава Богу. У нас чудесные отношения, романтические отношения. Когда многие молодые парни нас смотрят, они говорят, как вы вообще это сохранили. Но это во многом Господь, который в наших отношениях. Потому что когда мы смотрим на Библию, у нас есть основания для жизни, основания для примирения, основания для того, чтобы просить прощения, прощать и так далее. Это помогает семье быть очень крепкой. Да. Не так давно у нас произошла ситуация дома, связанная с детьми тоже. Вам интересно? Нет? Нормально? Еще чуть-чуть продолжим, да, и потом мы можем остановиться. Была ситуация, значит, такая. Мой сын, средний сын, ему вот 17 будет скоро. Я уехал в Калининград венчать пару, а он остался дома с моей дочкой, со своей сестренкой, получается. И он мне звонит и говорит, пап, такая ситуация, говорит, мой друг позвонил мне и говорит, плачет очень сильно, прямо в трубку, говорит, и так что, знаешь, так, говорит, вот так он плачет и говорит, можно я к тебе приеду переночевать тебя, потому что мои родители, говорит, меня убить собираются, вот так сказал. Я говорю, в смысле убить? Ты вообще о чем? Он говорит, мне ничего не может объяснить, потому что он ревет, говорит, так сильно. То есть представь парню, как надо парня довести 16-летним, чтобы вот он так себя вел по телефону. Тут уже ты не придумаешь потом такое. Я говорю, хорошо, давай так, я тебе перешлю деньги на такси, пусть он приезжает к нам домой, и когда приедет, мы поговорим. Он говорит, окей. Я отправил деньги, он приехал к нам домой. Я говорю, давай выясним, что на самом деле произошло.
А произошло следующее. Его младший братишка, то есть моего сына друг, у него есть братишка младший, играл на компьютере. И что-то там пошло не так в игре, и он разозлился на компьютерную игру и стал долбить по клавиатуре руками. 6-летний, там, 7-летний пацан, вот так. Естественно, старший брат решил у него забрать клавиатуру, и что-то они там не поделили, у того выскочили руки, и он упал назад и разбил себе голову в кровь вообще, там что-то рассек себе очень сильно. И кровища вообще была там по всей детской комнате. Родители, естественно, прибежали на крик, там вот эта кровь, все и так далее. И они вот в этом состоянии, когда увидели кровь, они ему столько наговорили: да ты вообще, да как ты мог, да так с младшим братом, да лучше бы ты не родился, убить тебя мало там, и такие вещи ему наговорили. И они взяли младшего, чтобы отвезти его в травмпункт и зашить ему там голову, а этот, соответственно, старший, вот в этом состоянии, он позвонил моему сыну и говорит: можно я к тебе приеду, я хочу сбежать из дома. Вот. Такая ситуация произошла. Я ему говорю: слушай, я говорю, такое когда-то было раньше? Он говорит: нет, такого никогда раньше не было. Тогда я говорю, что окей, если я себя поставлю на место родителей, то я бы себе сейчас места не находил. То есть после того, как я такое наговорил, я бы сейчас пришел домой и не увидел своего сына дома, я бы что угодно мог подумать, я бы на уши вообще всех поднял. Я говорю: тебе нужно сообщить им, что ты у нас дома. Он говорит: я не буду им звонить вообще, я не буду с ними разговаривать, ты бы знал, что они мне сказали. Я говорю: слушай, я говорю, просто послушай меня, ты же ко мне обратился, говорю, я тебе пытаюсь сейчас помочь. Давай так, не хочешь звонить, напиши им сообщение и помог им составить текст, типа: родители, привет, мне было очень плохо после того, как вы сказали то, что вы сказали, я не могу с вами сейчас разговаривать и даже видеть вас не могу, я уехал к другу, я сейчас здесь переночую, мы можем завтра поговорить. Я говорю: такое можешь написать? Он говорит: могу. Я говорю: давай. И он написал такое сообщение, родители ему ответили, извинились, сказали, что мы не должны были так, конечно, говорить: мы понимаем, что тебе сейчас больно, и хорошо, что ты остался у своего друга, мы свяжемся с тобой завтра тогда. И после того, как это закончилось, мой сын мне звонит и говорит: папа, ну ты разрулил вообще, ситуацию. И я бы во многом так не мог сделать, если бы не мои убеждения, если бы не мой взгляд на Слово Божие и так далее. И все друзья моих детей, и старшего сына, которому 22 сейчас, и среднего сына, они ищут со мной и с моей женой общение для того, чтобы решить какие-то вопросы жизненной ситуации. Во многом именно из-за того, что наши взаимоотношения такие, что у нас есть Христос посередине. Поэтому вы должны думать вдолгу. Если вы, конечно, собираетесь жениться на 6 месяцев, ну, конечно, я вам это не рекомендую, все-таки надо жениться один раз на всю жизнь, но тогда, если у вас хорошие основания для взаимоотношений, будет все хорошо. Аминь? Аминь. Хорошо. Еще что-нибудь хотите спросить? Вопрос родителей и детей. Ага, это вопрос от родителей или от детей? Отношения. Наверное, больше от детей. Ну, давайте. Что делать, если родитель в церкви один, а дома другой? Если родитель дома один, а в церкви Да, другой? в церкви другой, то есть какая-то некая нестыковка, и, в общем, я как ребенок не понимаю вообще. Ну, конечно, у него кошмар вообще в голове. Конечно. Не, ну родителей надо вразумлять, чтобы они так не поступали, конечно. Родители, конечно. Ну, что же, если есть вот такой раздрайв в ребенке? Нет, это не раздрайв в ребенке. Вы справедливо сказали, что это раздрайв у родителей. Поэтому надо, чтобы родители привели свою жизнь в порядок. Тогда, как следствие, у ребенка все будет хорошо. Потому что вы должны понять, что ребенок, подросток, он живет в мире, где все нестабильно. Ему в школе говорят одно, родители говорят другое, друзья говорят третье. В интернете он вообще найдет четвертое. И у него кошмар. И потом он видит лицемерие в своих родителей, которые говорят одно, а живут совершенно другое. У него вообще кошмар, просто стреляйся. Кому верить вообще? Поэтому, конечно, родители должны быть оплотом стабильности в жизни подростка. Да. Окей? Я хочу больше вопросов от молодежи. Со взрослыми мы можем потом поговорить, если будет желание, да. Может быть, надо взрослых выгнать, тогда будет больше вопросов. Тогда можно выгнать, да. Да. Давайте, а куда можно? Есть ли еще комната здесь? Наверху. Давайте, все, кто взрослые, все, кто старше 25 лет, до свидания. Да, сходите куда-то, погуляйте, там пообщайтесь где-то, все, кто старше, мы с молодежью останемся, покумекаем.
Пойдемте поближе только, молодежь, ладно? Ко мне поближе сюда. Если какие-то с малых лет, то вообще как будет Давай сейчас поговорим. Сейчас жара будет, сейчас будет нормально. Там пообщайтесь, взрослые там, что-нибудь. Пастор Вячеслав, ты с ними там... А, или ты поехал? Нет. Да, это твоя ответственность сейчас. Да, его ответственность, да, хорошо. Давайте тогда, я, может быть, уберу микрофон, ладно? Давайте чуть возьмем хотя бы минут 20 и чуть пообщаемся с вами. Сейчас нам никто не мешает, мы их проводили. Да. Да. Хорошо? Сейчас свободнее, нет? Чувствуете себя? Да. Нормально? Хорошо. Я свой. Да, что хотите узнать? Спросите. Давай. Творческие неудачи, если у вас были, и как с ними бороться? Творческие неудачи. Конечно. Неудача – это часть жизни. К ним нужно относиться нормально. Если вы пойдете, например, учиться на продавца, вам любой скажет, что если у тебя из 20 человек один купил, ты красавчик вообще. Вот, то есть у тебя хорошая конверсия. Там заранее подразумевается, что большинство людей тебе скажут: до свидос, мы не хотим у тебя ничего покупать. Поэтому нельзя брать близко к сердцу, когда тебя отвергают. Вот. Поэтому творческие неудачи – это часть жизни. Вообще любая неудача – это часть жизни. И нужно к ней относиться как к естественному процессу, который помогает тебе развить твой характер. Вот и все. Главное не останавливаться. Ни в коем случае не останавливаться. Продолжать идти дальше. Окей? Давай. Ты имеешь в виду, если лесбиянка, девчонка? Нет, там Другой ориентации, он гей, ты имеешь в виду, что? Да. И мы можем здесь называть все своими именами. Давайте договоримся. Иначе мы до утра не разберемся. То есть если у тебя есть где-то знакомый парень гей, можно ли с ним дружить? Да. Дружить в смысле, чтобы строить с ним отношения или как просто? Да. Смотрите, конечно, не просто можно, нужно с ним общаться. Библия называет нас светом, и Библия называет нас солью. То есть христианин, по сути, он призван влиять. То есть если вы возьмете борщ, и туда насыпете соль, это ведь не соль станет борщиной, это борщ станет соленым, правильно? Да. Когда ты возьмешь свет и включишь его в темной комнате, тьма должна уйти, свет влияет. Поэтому если ты рассматриваешь свою жизнь как человек, который может повлиять на него с положительной точки зрения, я считаю, тебе, конечно, стоит поддерживать отношения. Но если вдруг ты начинаешь осознавать, что это не я на него влияю, а он на меня влияет, тогда, конечно, это вопрос, который ты должна себе задать: стоит ли мне продолжать с ним или с ней отношения. То есть позиция тебя как христианки в том, чтобы влиять положительно на людей, которые тебя окружают. В этом смысле, конечно. Я считаю, что это большущая ошибка, когда христиане замыкаются сами в себе, и они такие сидят там на улице, там, 8-й тупик 6-го переулка, и мы тут такие сидим, и мы никого больше не пускаем. Наоборот, чем открытие мы, тем лучше. Но при этом твои друзья должны знать точно твою позицию. Ну, понимаешь, да? То есть не так, что ты шифруешься такая. Ты можешь откровенно говорить, как ты думаешь, как ты веришь. Вот, и при этом сохранить с ними хорошие отношения. Потому что настоящие друзья, они говорят то, что есть на самом деле. Вот. Да, окей. Да. Ты не знаешь, где играть, то ли я хочу стать, то ли я хочу стать, не знаю, мне как-то в этот период особо, когда ты не знаешь, хочешь ли с Богом или не с Богом, вот, для себя понять, где твои рамки, твои границы, чтобы твои друзья не учили Христа, чтобы ты не был сектантом, да, не как-то вот быть таким, искренним. Да, дело в том, что это не проблема, когда о тебе так думаешь, ты странный. Я имею в виду, мы же тоже так думаем про других странных людей. И мы все равно с ними общаемся. Просто мы такие думаем: а это они странные. Но они то же самое думают про нас: это они странные вообще. Вот. И я думаю, что чем больше у нас есть диалога и общения, и открытых, может быть, даже споров и так далее, тем лучше. Я, например, был однажды в молодежном лагере.
И там в молодежном лагере была тема «Секс до брака. Можно или нельзя?». И там были все верующие. И, короче, ведущий, я был в экспертах на сцене, и он говорит, ну что, секс до брака можно, нельзя? Ну и все такие, ну нельзя. Я такой думаю, что-то ток-шоу не получилось. Я говорю, у меня есть мнение. Он говорит, какое? Я говорю, я считаю, это очень круто. Я говорю, секс до брака, это просто зашибись вообще. И я начал аргументировать свою позицию. И все сидят, и они не знают, что мне говорят. Они говорят, ну в Библии же написано. Я говорю, а для меня Библия не авторитет. Я них вообще их накрыла. Ну то есть мы должны научиться общаться с этими людьми, понимая их мир. Потому что для нас Библия авторитет, а для них вообще не авторитет. И что они скажут тебе? Ну как бы, и тогда ты должен найти другие аргументы для того, чтобы разговаривать с ними, которые помогут им понять твою точку зрения. Вот, потому что дело не в том, насколько ты красноречив, дело в том, поняли тебя их или нет. Вот. Так. Нам нужно учиться быть в этом мире, но не быть от этого мира. Потому что Библия говорит, вы в этом мире, но вы не от мира. Поэтому у вас должны быть четкие, веские аргументы. Есть много книг написано на эту тему, на самом деле. Поэтому здесь нельзя относиться к этому поверхностно. Наверное, на русском их не так много. На русском одно из недавних, которое мы издали, называется «Я любила девочек, Бог любил меня». Называется. Это история девчонки, она лесбиянка, и это история ее обращения к Богу. И она говорит там о Божьей любви, и о том, как Господь ее спас, и обо всех вот сражениях, которые были в ее голове, когда она с этим столкнулась. Да, называется «Я любила девочек, Бог любил меня». Прочитай эту книгу, очень хорошая книга, рекомендую. Еще одну книгу мы переводим сейчас, она будет готова к февралю следующего года, называется «People to be loved», люди, которых следует любить. Это тоже про них. Очень хорошая книга, рекомендую. Потому что это будет вопрос ближайших десятилетий, это будет очень актуальный вопрос для молодежи, для христианского сообщества. Ага, давай, ты, потом ты, хорошо? Сейчас я замечаю такую вещь, что когда ты пытаешься вдохновлять молодежь на то, чтобы они были в церкви, были с Богом, сперва они очень загораются, находясь там на каком-то молодежном собрании или на непосредственном церковном, да? Но потом находятся какие-то причины, типа я не могу, я работаю, скажем так, и на первый взгляд вроде бы причина объективная для того, чтобы не находиться в церкви, да? Но с другой стороны, понимая, что, как написано, да, то есть, так скажем, это то семя, которое забирает тернии. Вот. И вопрос, что делать с молодежью, которая таким образом, ну, откровенно говоря, вадится. Дело в том, что молодежь ватится по всем поводам. Например, когда мне мама говорила, нужно огород скопать, у меня вот здесь сразу колоть начинало. Мой тренер называл это воспаление сочковидной железы. То есть мы на самом деле хотим отлынивать от любых тем, не только церковных тем. И это естественная часть взросления. Вот, поэтому задача твоя, если ты лидер, скажем, для молодежи, это помочь молодежи формировать характер. А характер формируется не на событиях, а характер формируется в процессах. Вот, поэтому мы должны вовлечь молодежь в процессы. Потому что если ты вдохновился идти в спортзал, это тебя не изменит. Но когда у тебя есть процесс, когда ты ходишь в спортзал, это тебя меняет. Можно вдохновиться быть умным и написать заявление, там, я не знаю, поступить куда учиться, но только когда ты готовишься к этому, ты поступишь к этому, это формирует твой характер. И то же самое в церкви. Можно вдохновиться, вовлечься в какие-то дела церковные, но наша задача как лидеров вовлечь молодежь в процессы церковные и выяснить, что им нравится, что им интересно, создать служение для них, где им было бы комфортно. И тогда там в процессах они будут меняться, в процессах они будут претерпевать какие-то изменения. Можно на миссию куда-то уехать, там можно, да что угодно можно делать, чтобы вовлечь их в процессы. То есть вовлечь в процессы, главная задача, чтобы они не ватились. Спасибо. Пожалуйста, давай. Как понять, веришь ли ты в Бога или нет? Как понять, веришь ли ты в Бога или нет? Я думаю, как понять вообще? Я думаю, в этом, наверное, и есть чудо или тайна
веры, потому что написано, что вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть это постоянный какой-то, что сказать, поиск, постоянные сражения. Потому что если бы все было очевидно, то это уже не вера. Понимаешь, да? Поэтому если ты вдруг сомневаешься, значит ты веришь. Понял, да? Окей. Хорошо. Да? Еще? Давай. Мне кажется, всех здесь интересует деньги. Давай поговорим про деньги. Какие вы можете наследовать, чтобы вы Состояние. Супер вопрос. Тебя как зовут? Максим. Спасибо. Реально, очень классно. Значит, смотрите, у меня часто берут интервью и говорят, что бы вы сказали сами себе, если бы были молодым. Я бы сказал сам себе, откладывать деньги – это номер один. То есть, если вы хотите приумножить ваше состояние, это первая привычка, которую вы должны завести в своей жизни. Это откладывать деньги. Например, у меня есть один знакомый, он знает, что делает. Например, он хочет купить себе йогурт, да? Он идет в магазин, и, скажем, йогурт стоит, там, скажем, 57 рублей. Но он на скидке стоит, например, 37. И он говорит, я готов был заплатить 57, но заплатил 37. Я, говорит, беру 20 рублей и откладываю их. То есть, понимаешь, да? Он готов был эти деньги потратить, но не потратил. Он их поэтому отложил. Например, еду на какую-то встречу на автобусе, да, там автобус, я не знаю, сколько у вас автобус стоит? 30 рублей, супер. Но тебя кто-то подвез на машине. Ты готов был отдать 30 рублей, расстаться с ними сегодня, но тебя подвезли бесплатно. Возьмите 30 рублей и отложи их. И мой друг, вы удивитесь, сколько за год он скапливает денег только из-за таких вот мелочей. Это первая вещь. Вторая вещь. Я не знаю, насколько вы знакомы с сельским хозяйством, но когда я, например, собирал картошку в юности, моя мама и все, там, кто занимался сельским хозяйством, говорили, вот вы собираете картошку, вот в эти мешки вы должны отложить так называемую семенную картошку. А вот в эти мешки мы отложим то, что мы съедим. То есть на одном и том же поле растет то, что мы посеем в следующий сезон, и на одном и том же поле растет то, что мы съедим. Теперь, если мы говорим про деньги и рассматриваем их как картошку, то когда ты получаешь какие-то деньги, неважно тебе родители дали, или ты заработал какие-то деньги, или там стипендию тебе дали, что угодно, это вот как ты картошку собрал, на этом же самом поле тебе нужно взять часть денег и отложить их, чтобы потом посеять или инвестировать, и часть денег, которые ты можешь съесть. Потому что если ты этого не сделаешь, тебе через год придется занимать деньги, чтобы купить семенную картошку и посеять. Взять кредит в банке, понимаешь, да, прокредитоваться, взять у кого-то. Но если ты не дурак, то ты будешь откладывать семенную картошку, и когда у тебя появится возможность инвестировать, у тебя будет с чего это сделать. Но если ты не будешь откладывать, когда возможность появится, ей воспользуется тот, у кого деньги есть, а ты не сможешь воспользоваться. Поэтому Библия говорит, есть конкретное место Писания, тот, у кого есть, тому прибавится, а тот, у кого нет, у того и отнимется. Это прямое указание к откладыванию денег и инвестиций, инвестирование того, что ты сберег, то, что ты приобрел. Понимаешь, да? Например, что мой сын делает, средний сын, ему 17 лет, он участвует в разных аукционах. Есть аукционы, где можно иногда там Nike или Adidas какие-то супер ограниченную серию продают кроссовок. Они, короче, всем своим друзьям рассказывают, давайте, короче, мы вместе все там регистрируемся, тот, кто выиграет лот, мы платим ему косарь. И они берут у него этот лот, который он выиграл, потом покупают кроссовки, например, за 17 тысяч рублей, и потом продают их за 30, например. И таким образом там пытаются заработать какие-то деньги. Но если у тебя есть 17, тогда ты можешь себе это позволить. Но если у тебя нету, ты не можешь это позволить. Но для этого нужно с карманных денег в течение какого-то времени откладывать. Да? Поэтому откладывай деньги, и откладывай деньги из того, что тебе приходит. То есть откладывай деньги из того, что ты не потратил, и откладывай деньги из того, что тебе приходит. Это первый совет. Второй совет – приобретай какое-то ремесло. То есть что-то, что ты можешь делать, чтобы зарабатывать деньги. Например, моя дочка, которая 14, она шьет. И она на это Рождество, например, которое вот сейчас было, она нашила и напродавала на 6 тысяч рублей одежду для кукол. Просто выставила в Инстаграме и продала одежду на кукол на 6 тысяч рублей. И она смогла с этого купить подарки и смогла с этого отложить себе деньги. И так далее и тому подобное. То есть ты можешь постоянно
приобретать какое-то ремесло, какую-то способность для того, чтобы зарабатывать деньги. Это второй совет. И третий совет – постоянно учись. Постоянно учись, развивай дар Божий между ушами. Потому что там так много есть возможностей в этом мире. Тебе нужно постоянно учиться, постоянно наполнять себя знаниями от успешных людей, которые реально чего-то добились. Не просто от гуру блогинга, да, а у людей, которые реально что-то сделали в жизни. Вот поэтому это, наверное, первый совет, который я мог бы дать тебе. Окей? Давай. Ну, если вопросы про деньги пришли, то тогда как, ты накопил сумму и какие есть вариации ввести, во что и как приумножать? Да, но в принципе, начиная от Авито, да, то есть ты можешь выбрать какую-то нишу. Например, в чем ты разбираешься. Скажем, мой сын, который средний, да, может, про молодежь говорю, он разбирается в самокатах. И он понимает, сколько стоит колеса, подшипники, там вот эти все штуки, рули и так далее. И он на Авито сидит и просто скроллит, там, выделяет полчаса, час времени и просто скроллит объявления, которые вдруг могут появиться. Он понимает цену, сколько это стоит в магазине, и он понимает цену, если, например, человеку нужно срочно деньги заработать, да, и он там руль какой-то продает, который обычно стоит 7 тысяч рублей, но он продает его, например, за 2, да, и он уделяет этому полчаса в день, чтобы проверить объявление. Все, он купил руль, и он знает, что он его продаст минимум в 2 раза дороже, и тут же у себя на Авито выставляет, что руль продается в 2 раза дороже. То есть это вот элементарная первая вещь, которую ты можешь сделать, да? То есть выбрать какую-то нишу. Я еще раз хочу это подчеркнуть. Не пытайся знать все и вся, потому что это чаще всего ведет в никуда. Посмотрите на крупные компании, например, тот же Apple, да? Они не продают все и вся. Они продают телефон, они продают компьютер, они продают планшет, они продают AirPods, часы. В принципе, 5, плюс-минус позиций. И все. Компания, которая самая дорогая компания на сегодняшний день в мире, продает всего 5 продуктов. Понимаешь, да? Они на чем-то сфокусировались. И чаще всего сильные компании 80% дохода им приносят 20% продукта. Вот, поэтому нужно выбрать нишу, в которой ты будешь работать, и в этой нише развиваться, потому что там ты будешь понимать цены и так далее. То же самое с фондовыми рынками. И если ты выбрал фондовые рынки и работать хочешь с инвестициями ценных бумаг, нужно выбрать это направление и с ним только работать. Там нужно учиться. Вот. Окей? Давай. Как бороться с обидой? Если, например, вот тебе сказали что-то, и ты хочешь этому человеку ответить на его языке, чтобы он понял прям. Да. Но ты понимаешь, что что если ты ответишь, а тебе плохо. Да. Но это все равно так тебя берет, несет, начинаешь с ним на его языке разговаривать. Да. Да, так бывает. Что? Ну и потом тебе соответственно. Да. Обида вообще это оружие дьявола. Он использует обиды для того, чтобы разрушить дружбу, разрушить отношения, разрушить семьи, разрушить бизнес и все такое. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это избегать обид. Давай приведи какой-нибудь конкретный пример. Кто тебя обидел? Что тебе сделали? Да, это не конкретно, но, например, бывает, что что-то скажется грубо, например, подруга, да, что-то не хотят не ситуацию не скажет, и ты на это очень остро реагируешь. Да. Тебя это цепляет, и ты начинаешь в перепалку вступать. Не надо в перепалку вступать. Не, в перепалку ни в коем случае нельзя вступать, потому что тогда ты разгоняешь этот круг. Что нужно было бы сделать, если бы, например, вот конкретная ситуация, подруга сказала что-то такое, пригласи ее на кофе, купи ей чашку кофе, скажи, я хочу с тобой поговорить. Скажи, неделю назад, когда мы с тобой общались, ты сказал такие слова. Мы с тобой подруги, настоящие подруги. И я бы хотела, чтобы мы ими остались. Мне это было очень больно. И я бы хотела попросить тебя не выражаться таким образом, чтобы мы сохранили наши дружеские отношения. Тогда это не твоя подруга, до свидания. Вообще не твоя подруга, тебе с ней вообще не по пути. То есть если это не работает, тебе с этим человеком вообще не надо строить никакие отношения. Да. Конечно. Поэтому тебе не надо. Да. То есть мне получается сколько отношений нужно обрывать, которые вот прям... Да, обрывай. Обрывай. Мне пришла просто резко, кажется, что я видела, что Да.
Но я бы сначала на твоем месте попробовал сделать то, что я тебе порекомендовал. Сначала попробуй с ним поговорить, потому что это может сработать. Но если не работает, тогда обрывай отношения. Да. Да. Все правильно. Все правильно. Пожалуйста. Если обида с самого детства, нужно, конечно, говорить об этом. То есть без того, чтобы об этом поговорить, разобраться с этим не получится. Что именно ты делала? Ну, то есть с их стороны не получается разговор или что? С моей стороны я объясняла все как есть, она ничего не помогает, ничего не делает, и в итоге еще хуже. Да. Ну, наверное, надо просто пережить. Да? В принципе, да. Ну, чуть-чуть еще дальше выйдешь замуж, и тогда, глядишь, будет что-то полегче. Потому что если не происходит, Библия говорит, старайтесь иметь мир со всеми с вашей стороны. Потому что ты можешь делать что-то, что с твоей стороны. И ты не можешь нести ответственность за других людей, даже если это твои родители. Вот, поэтому это мало чего ты можешь делать по этому поводу, кроме того, чтобы самой говорить и молиться об этом. Иногда нужно просто пережить. Несколько лет может уйти, но что делать? Это такая жизнь. Она нелегкая. К сожалению. Да. Кроме Бога, вам не восстановит, не свет. И в такие моменты, конечно, бежать к Богу, принимать любовь, Он восстановит и даст больше любви к обидчику, который вас любит. Да, да. Супер, да. Еще? Что-нибудь? Кто-нибудь? Потому что внимание рассеивается, давайте. Как найти чего? Духовного наставника? Мне послышалось другого наставника. Да, я не знаю. Ты ищешь лично? Ну, я думаю, что это процесс тоже. Нельзя так, что ты ходишь такой, будешь моим духовным наставником, будешь моим духовным наставником. Это процесс, нужно общаться с людьми, вовлечься в какую-то деятельность, где-то что-то происходит, и есть потенциальные, скажем так, духовные наставники, и искать кого-то, кто тебе может подойти, если тебе он действительно нужен. Вот. Но это довольно естественно происходит, это как мужа найти, как жену найти, да? Это процесс. Ты строишь отношения, разговариваешь, тебе отвечают, ты находишь симпатию какую-то, чувствуешь, что можешь доверить этому человеку. Ну и так как бы вырисовываются отношения, появляется какой-то наставник для тебя, которому ты можешь доверять. Да. Но это процесс, в общем, это не 5 минут. Да. Хорошо. Еще один вопрос тогда, и будем селфи делать. По образованию экономист, да? Что? Вы по образованию экономист? Нет, я не экономист по образованию. Ну, просто вы о деньгах не говорите. Ну, я же не дурак. Да. Деньги – это сфера, которая всем нужна, поэтому, естественно, нужно... Я считаю, что вам всем нужно быть чуть экономистами. Если вы собираетесь преуспеть в этой жизни, вам нужно обязательно будет заниматься вопросами финансов в своей жизни. Давай. Я ушел из церкви, потому что в церкви не разрешают заниматься сексом до брака. И если если я останусь в церкви, если я женюсь на девушке, потому что у меня не было этого опыта, я ничего не смогу сделать. То есть он решил, короче, уйду во все тяжкие. Иначе, если я сохраню себя, я ничего не смогу, облажаюсь и ничего раз не буду. Ага. Это факт неправда или нет? Конечно, неправда. Конечно, неправда. Это просто тупость, дикость и обман. Потому что, смотри, как человек, чем отличается профессиональный игрок в пинг-понг, например, знаешь, настольный теннис, от любителя, знаешь, чем отличается? Да, количеством ударов по шаре. То есть профессионализм в сексе, скажем так, приходит от количества сексуальных отношений. Но у тебя есть вся жизнь. То есть, когда ты женился, это не так, что ты пришел в жизнь такой сразу, я профессионал, давайте сразу на чемпионат мира поедем, да, там, и так далее. То есть ты начинаешь свой путь, твой путь начинается не до брака, твой путь начинается, когда ты вступаешь в брак. Это начало твоих сексуальных отношений. А если у тебя были сексуальные отношения до этого, представь себе вообще ситуацию, скажем, парень
у него были сексуальные отношения до вступления в брак, и он начинает отношения с девушкой, у которой не было никаких отношений. Он просто в этот момент, представь, у них первая брачная ночь, а он думает про других женщин, которые у него раньше были. Представь, что у него в голове вообще происходит. Или девушку, которая со своим возлюбленным, и у него были отношения до этого, и она с ним в постели, у них первая брачная ночь, и она думает о мужчинах, которые были до этого. Это вообще просто... Ну как это вообще, как это такое вообще возможно? Но если ты по-настоящему влюблен, ты честный, ты до конца с этим человеком, тогда ты только он, и больше, или она, больше никого у тебя нет. Да, поэтому это просто дурак, который так делает. Он испортит себе всю жизнь. Да. Окей, хорошо. Давайте селфи делаем тогда. Мы просто должны сделать флаг.